Главные события уходящей среды 14 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Айсан Николаев поручил усилить профилактику природных пожаров в республике. Всего с начала сезона зарегистрировано уже 75 лесных пожаров. Активная фаза ледохода реки Лены проходит по территории Алекминского и Хангаласского районов. Узнаем подробности прохождения весеннего половодья. С 15 мая вводят запрет на рыбалку в республике. Расскажем подробности того, с чем связаны ограничения на вылов. В Якутии чествовали Героя России Дмитрия Куценко. Глава региона вручил ему сертификат на сумму в 1,5 миллиона рублей. В Национальной библиотеке республики прошла презентация книги «Путь шефа» об Иннокентии Тарбахове. Это целый том, повествующий об интересной жизни маэстро гастрономии. Текущая паводковая и пожароопасная обстановка стали главными темами оперативного совещания под руководством главы региона Айсана Николаева. Ледоход по территории республики проходит в штатном режиме. Активная фаза идет на территории Алекминского и Хангаласского районов. В зоне особого внимания Колыма, где ледоход начался раньше сроков. Что касается ситуации с лесными и ландшафтными пожарами, их, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрировано более 300, и почти все они рукотворные. Благодаря работе Арсения Сергеевича и поддержке президента нам в разы увеличено финансирование. И сегодня мы, благодаря тем средствам, мы своевременно реагируем, что это показало по Верхоянскому району. Мы 3 борта лесопожарных сил перебросили туда своевременно, в том числе из Вилюйской группы районов. Сегодня они свою задачу выполнили, и мы готовим возврат сил на постоянное место дислокации. Ну и прибыл самолет, зондировщик, на которого тоже мы надеемся, в части увлажнения почвы, работа, которую она выполняет ежегодно. Тем временем в пределах Кобейского района продолжается выход волны вскрытия с реки Алдан. Вследствие этого в ближайшие сутки двое на реке Лени у поселка Сангар начнутся подвижки льда. По прогнозам, с 17 по 19 мая здесь ожидается ледоход, что на 2-3 суток раньше нормы. На реке Яне преобладает рост уровней воды от 10 до 30 сантиметров за сутки. Отмечаются закраины. Активная фаза ледохода на реке Колыме проходит по территории Верхнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже Зырянки Верхнеколымского района. Уровень воды составляет 684 сантиметра. На северо-востоке река Яна. В ближайшие 2-3 суток мы ожидаем подвижки на участке Верхоянск-Батагай. Значит, на реке Колыма 13 мая начался ледоход у поселка Зырянка, что на неделю раньше нормы. Дальше ледоход будет продвигаться, и 17-19 мая будем ожидать ледоход у города Среднеколымск. В общем-то, все процессы проходят раньше нормы на 3-5 дней, вот на Колыме на целую неделю. Якутские городские округа тем временем готовятся к прохождению ледохода. У Табаги начались подвижки льда на Лене. Для безопасного пропуска паводковых вод выставлены контрольно-спасательные гидропосты. В Табаге дежурят 2 спасателя, которые каждые 2 часа передают информацию о ходе ледохода, уровне воды оперативному дежурному. Вчера утром местные подвижки льда начались у Покровска. В ближайшие сутки ожидается ледоход на участке Табага и Куцкангаласы. В связи с началом ледохода в границах города рекомендуется воздержаться от посещения островов и пойменных территорий реки Лены. На прошедшем в Госсобрании Ултумен заседании, посвященном вопросам организации доставки жизненно важных грузов в арктические районы, было установлено, что ключевой проблемой остаются перебои с поставками угля в отдельные районы. По мнению депутатов, причина данной ситуации кроется в недостаточности выделяемых финансовых ресурсов на транспортировку критически значимых товаров в северные районы. Что же касается предоставления субсидированных и фиксированных тарифов на авиаперевозки населения республики, депутаты выразили обеспокоенность тем, что компании не проявили должной активности в получении субсидий от Росавиации. Раньше система была другая, но сейчас с изменением законодательства она поменялась. И весь вопрос стал, пока еще не поздно, все-таки давайте мы определим ту часть, чтобы это занималась не только авиакомпания «Якутия», но и непосредственно и республика в целом, начиная от Министерства труда и социальной защиты и Министерства транспорта. Мало того, чтобы все-таки авиакомпания «Якутия» отчитывалась по данным вопросам.
И в протоколе будет указано на том, что все-таки внести этот вопрос на рассмотрение комитета. Воду в Якутске можно пить прямо из-под крана. По крайней мере, так утверждают специалисты водоканала. С начала паводка в квартирах жителей столицы региона традиционно потекла желтая вода с неприятным запахом. На каком этапе вода приобретает разные оттенки, запахи выясняла моя коллега Саргалана Неустроева. И уже так очищается вода. Очистка воды. На руках у лаборанта образцы до-после. Та, что желтее, исходный материал. Проще говоря, вода из реки. А вот прозрачная она становится уже после очистки предприятия. В норме вода из-под крана должна выглядеть именно так. Прозрачная, без едкого запаха и каких-либо примесей. Такую воду, как утверждают сотрудники предприятия, можно пить прямо из-под крана, без дополнительной термической обработки. Мы проверили, никаких побочных явлений от потребления такой воды не случилось. По словам самих специалистов, она соответствует всем санитарным нормам. Очистку проточная вода проходит в несколько этапов. Один из них – всем известное хлорирование. Запах при этом вполне себе может присутствовать на выходе, но по нему определять, насколько токсична вода, нельзя. Все зависит от вашей управляющей компании, насколько она планово проводит промывки. По идее, должны быть промывки систем водоснабжения, как и отопления. Водоканал эти промывки регулярно производят. Все акты промывок и обеззараживания, в том числе сетей, мы справки все предоставляем в Роспотребнадзор. Мы за свои сети отвечаем. Если ваша управляющая компания также делает, то я думаю, проблем никаких нет, спокойно можно пить. В общем, если до вашей квартиры дошла пахучая вода, то проблема во внутриквартальных или внутридомовых сетях снабжения, резюмируют технологи. Но даже они признают, что случаи, когда вода после очистки не соответствовала нормам, у них были. Правда, до 2018 года. В целом, как человек, который отработал уже здесь давно, у нас такого не было. После того, как у нас водозаборные станции с 2018 года. Да. Тогда были введены новые водоочистные сооружения предприятия. В прошлом году новая лаборатория, которая позволила ужесточить контроль качества очистки. Наша лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитованных лиц, и контроль качества воды у нас проводится по 80 показателям. В случаях, если из вашего крана потекла вода, которая, на ваш взгляд, не соответствует нормам, лучше сразу обращаться в Роспотребнадзор. И не забудьте сохранить образец проточной воды для его анализа. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Тем временем в Якутии начинается сезон нереста рыбы, в связи с чем вводятся ограничения на вылов. Так, с 15 мая запрещено использовать сети. Запрет на использование коснется заречную группу районов, Вилюйскую, Центральную, а также некоторые северные районы. С 25 мая по 25 июня в Анабарском, Оленёкском, Булунском, Жиганском, Устьянском, Быском, Алайховском и Нижнеколымском районах будет действовать запрет. Также с 25 мая по 25 июня запрещается добыча тайменя, линка и харюса в реках с притоками всех порядков и озерах на севере региона, а с 20 мая по 20 июня в остальных районах и окрестностях столицы республики. В Якутии сокращается количество лжекафе и наливаек после ужесточения закона. Но если добросовестные предприниматели закрывают торговые точки или лицензируют их, то некоторые хозяева помещений находят лазейки в законе. В теме разбиралась Вероника Таюрская. 1 марта 2025 года к наливайкам ужесточили требования. Так были установлены минимальные требования к объектам общественного питания. Но не все предприниматели придерживаются правил. Есть те, которые ищут лазейки в законе, в том числе и по расстоянию от МКД. Так, одно из лжекафе по улице Ярославского находится вблизи от школ. Какие же требования к наливайкам установлены республиканским законом? С марта этого года торговцы пивом, чтобы его продавать, должны, во-первых, обеспечить соответствие своих объектов требованиям ГОСТа по общепиту, который предъявляется к ресторанам, кафе, барам или буфетам, поскольку только в таких видах объектов общественного питания теперь разрешено продавать пиво при оказании услуг общественного питания, собственно.
А во-вторых, если объект находится в многоквартирном доме или на прилегающей территории, такие продажи пива или иного алкоголя, чтобы производить их до 23 часов вечера, необходимо оформить лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, которая в случае нарушений может быть отозвана. После принятия закона уже есть небольшие, но успехи. Как показывает практика, за 2,5 месяца действия закона количество наливаек снизилось на 2-3%, а потребление алкоголя на одного человека за первый квартал составило чуть более 1 литра. В республике ежегодно продается 4 миллиона декалитров алкогольной продукции. Из них 3 миллиона – это пиво. Как вы знаете, пиво в основном продаются в круглосуточном режиме, так называемых наливайках, барах, кафе, ночных клубах. И это вызывает беспокойство со стороны населения, потому что это параллельно нарушается общественный порядок, преступления в состоянии алкогольного опьянения. По информации Министерства предпринимательства региона, алкоголь больше всего употребляют в Вилюйском, Алданском и Нерюнгринском районах. Меньше всего в Эвено-Бетантайском, Оленёкском и Анабарском районах. Всего в Якутии насчитывается 935 лицензированных алкоточек, из которых 421 в Якутске. Наименьшее количество алкоточек насчитывается в Анабарском и Оленёкском районах. Там их всего по одной. В ближайшем будущем планируется ужесточение закона, направленное на уменьшение количества алкоточек и так называемых лже-кафе. Некоторыми представителями общественности ставятся вопросы о дальнейшем ограничении времени продажи алкоголя, то есть сузить временные рамки. Тут надо учитывать, что это палка о двух концах. Суженные временные рамки у нас, как показала жизнь, приводят к увеличению количества таких объектов, поскольку это позволяет реализовывать практически такое же количество алкоголя при меньших затратах времени и средств на оплату труда. Министерство предпринимательства Якутии просит якутян сообщать о фактах нарушения закона по телефону доверия 50 75 12. Вероника Тырская, Элита Махно, Семен Семенов, Якутск. Благодаря сервису «Объединенный платежный документ» жители Якутии могут оплатить жилищно-коммунальные услуги всего одним кликом. Какими еще преимуществами обладает сервис, знает Ржена Гармаева. Способов оплатить счета за коммуналку немало. Один из них – лично прийти в кассу за квитком. Причины, почему жители Якутии выбирают такой консервативный метод, бывают разные. Потому что здесь удобно, быстро, очень вежливо, очень аккуратно, удобный график работы. Мне удобнее здесь платить, чек получить именно не онлайн-чеки, а вот с печатью, можно сказать. Проблематично иногда бывает расчеты делать. Требует иногда вот именно что с синей печатью. Поэтому удобнее здесь платить, расплатиться. Старику туго идет сейчас, 80 лет, поэтому сразу натурой, деньгами. Заодно ходишь и смотришь. Меж тем, современные технологии позволяют рассчитаться за услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для якутян такую возможность предоставляет сервис «Объединенный платежный документ». На портале eyakutia.ru собраны больше 300 поставщиков, поэтому в одно нажатие можно погасить счета за воду, свет и газ. Но на этом преимущества сервиса не заканчиваются. Вы можете передавать показания счетчиков прямо в сервисе ОПД, а также хранить их в архиве. Это избавляет от риска потерять данные. Можно оплачивать коммуналку по разным адресам без переключения между аккаунтами. Вы можете подать через обратную связь вопросы напрямую поставщикам услуг. Также ответ будет приходить без посредников от поставщика услуг. Ежемесячно услугами объединенного платежного документа пользуются около 4000 жителей Якутии. Какое мнение о сервисе сложилось у них? Пользуюсь уже 1,5 года, получается. Узнала осенью. Увидела видеоролик на уличном экране Центрального кинотеатра. Зашла, проверила, убедила, что работает, и постоянно пользуюсь ОПД. Оценят удобство онлайн-платежей получатели субсидий. Все данные автоматически передаются через систему, без лишних хлопот и бумажной волокиты. Ржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск.
Оперативный штаб республики продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников СВО из Якутии. Не прекращается сбор адресных посылок, в том числе машин, пожертвованных организациями и населением республики. Также завершается передача военнослужащим продуктовых подарочных и наборов из местной продукции к годовщине Победы в Великой Отечественной. На данный момент в связи с закрытием ледовой переправы перевозка грузов временно приостановлена. Но с открытием паромной переправы грузы, как и автотехника, будут отправляться вновь. Также планируется гуманитарная акция «Юбилейный маршрут добра» с участием региональной транспортной компании «АЯМ» совместно с Северо-Восточным фондом поддержки «Донбасс», Республиканским волонтерским корпусом «Мы вместе», региональным отделением партии «Единая Россия» и другими общественными движениями. И данная помощь будет направлена в город Курск для гражданского населения. В Якутске чествовали Героя России Дмитрия Куценко, а также герой посетил и кадетский корпус, среднюю школу и тренировочный центр отряда «Ботур». Подробности расскажем в следующем сюжете. Несколько дней отпуска у Героя России Дмитрия Куценко расписаны буквально по минутам. Еще вчера он был в родном Алекминске, где встречался с учениками родной второй школы, общался с земляками, а уже сегодня героя чествовали в Якутске. Глава республики поблагодарил Дмитрия Куценко за службу Родине, а в зале республики собрались его родные и близкие. Сегодня на торжественном чествовании тоже присутствуют его близкие, родные. Это бабушка присутствует здесь, тети, дядя присутствуют. Пришли сегодня чествовать классный руководитель, который преподавала в городе Алекминске во второй школе. Она тоже принимает участие. Одноклассники сегодня здесь в зале республики принимают участие. Дмитрий Куценко – яркий пример упорства при достижении поставленных целей. Подписав контракт с вооруженными силами России, Дмитрий на сегодняшний день дослужился до звания подполковника и командира батальона. Офицер с удовольствием принял предложение посетить кадетский корпус и среднюю школу в Мархе, чтобы своим примером вдохновить кадетов на службу в вооруженных силах, а школьникам показать пример отваги и мужества. Отношение продолжать дальше идти по военному делу. Я очень сильный город, тоже с моего маленького города есть также герой. Также Дмитрий Куценко посетил тренировочную базу добровольческого отряда «Ботур», где встретился с бойцами, которым вскоре предстоит отправиться на специальную военную операцию. В знак уважения от имени руководства отряда герою вручили нагрудный знак «Ботур». Не каждый день, допустим, к нам в гости приходят герои России. Именно парни имеют возможность сфотографироваться с ним, задать личные вопросы какие-то, именно их интересующиеся. Потому что вот, через некоторый небольшой промежуток они попадут уже на зону СВО. И там уже за лентой вспоминать эти моменты. Сам герой пока только привыкает к всеобщему вниманию, к объективам камер и фотоаппаратов. И признается, что если бы в начале его военной карьеры к ним в подразделение пришел Герой России, это бы еще больше замотивировало его на службу в вооруженных силах. Дал какие-то свои напутственные слова, советы, пообщались. В принципе, ребята все готовы. Поделился номером телефона, всегда готов помочь. Если будут какие-то вопросы, будут обращаться. Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя России еще в 2024 году. Но так как его подразделение принимает участие в боях на самых ответственных участках фронта, вернуться в родную республику смог только сейчас. Дмитрий уверен, что даже несколько дней на якутской земле дадут ему дополнительные силы и энергию для борьбы с врагом и приближению нашей общей победы. Александр Хавренко, Станислав Потапов, Якутск. В ближайшие 2 года в Мирном запланировано асфальтирование 5 улиц. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между администрацией города и Министерством транспорта Якутии о предоставлении межбюджетного трансфера в рамках реализации программы «Инфраструктура для жизни». Общая сумма, выделенная на проведение работ, составит более миллиарда рублей, что позволит значительно улучшить дорожную инфраструктуру города. В финансировании проекта участвуют как федеральные, так и республиканские бюджеты, что подчеркивает важность и приоритетность данного направления для развития региона.
14 мая отмечается Международный день санитарной авиации. Медики Центра медицины катастроф круглые сутки в любой точке республики оказывают экстренную помощь. В день они выполняют до 15 санитарных заданий. Будни санавиации увидела Таяна Федорова. Ситуации, когда счет идет на минуты и даже на секунды, это стандартные будни сотрудников санавиации. Их задача как можно скорее доставить в больницу тяжелых пациентов и наоборот. Врачи отправляются в районы к тем, кого нельзя перевести, чтобы уже на месте прооперировать. Все равно риски во время транспортировки на воздушном судне тоже есть. Нам самое главное не навредить пациенту, потому оперируются на месте, стабилизируются, потом уже в стабильном состоянии транспортируются бригады анестезиологов, реаниматологов. Заявки поступают каждый день. И сегодня пациенту Сунтарского района нужна операция на черепе. К нему отправился нейрохирург Семен Сивцев. Вот уже более 20 лет он спасает жизни. Здесь у меня старший двоюродный брат умер от черепно-мозговой травмы. Поэтому я решил посвятить эту профессию, именно стать нейрохирургом. Самое главное, чтобы спасти людей, чтобы дальше продолжать жить, радовать своих родных. Врачи работают в экстремальных условиях круглые сутки. С собой берут только все самое необходимое. Так выглядит рюкзак врача-реаниматолога медицины катастроф. Здесь находится все самое необходимое. Сухой паёк на один день, теплые вещи и, конечно же, самое главное – резиновые сапоги. Он весит не менее 20 килограмм. В штате в настоящее время работают более 100 врачей. За первый квартал этого года выполнено 613 вызовов. Оказана помощь 885 больным. В год показатели достигают до 2600 рейсов. Это около 3000 пациентов. В будущем, наверное, будем планировать, что было нейрохирургическое оборудование, было бы еще лучше. Потому что у нас есть доктор. Нейрохирург уже постоянный. У меня врачи все постоянные сейчас в данный момент. Только травматологи и хирурги – это совместители РБ-2. За рейс один борт может посетить нескольких пациентов в разных районах. Берут не всех, а только тех, кому реально нужна помощь. Решение об эвакуации больных принимается коллегиально. Первоочередная наша задача – это беременные женщины в периоде родов и послеродовом периоде. И во вторую очередь это дети. Чуть позже уже принимаются все остальные больные. Работа санавиации сегодня проводится по федеральному проекту совершенствования экстренной медицинской помощи в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Таяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. По данным, опубликованным Росстатом, в апреле население Якутска на начало этого года достигло 373 тысяч человек. Этот рост является весомым показателем экономической стабильности и социальной привлекательности города. Реализация мастер-плана и строительство Ленского моста представляют собой ключевые проекты, которые способствуют дальнейшему увеличению численности населения и повышению привлекательности столицы региона. Эти инициативы обеспечат городу расширение границ, улучшение транспортной доступности, создавая тем самым условия для нового витка экономического и социального развития. До 2024 года Якутск входил в список 50 крупнейших городов страны, однако уступил свою позицию Грозному, население которого возросло на 65 тысяч человек благодаря расширению территории. Леонид Синьков – педагог Ленского технологического техникума. 12 лет он был наставником военно-патриотического клуба «Витязи». Его знает и уважает вся молодежь. Он человек старой закалки, грамотный тренер и наставник, преданный своему делу. О его рабочем пути в материале наших коллег. Леонид Петрович Синьков – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности. Сегодня уже основ безопасности защиты Родины. Патриотическое воспитание молодежи – его приоритетное направление работы. На уроках педагога всегда тихо. Студенты слушают новую тему с интересом. Мне очень нравится, как он преподает, потому что у него немножко нестандартный подход. Он предоставляет очень много видеоматериала, презентации. Также он от себя очень много рассказывает, в целом отвечает на все вопросы, с ним все понятно. Парней Леонид Петрович учит азам военной подготовки. На парах студенты занимаются сборкой и разборкой автоматов. Часто для них проводятся различные патриотические мероприятия. Конкурсы песни из строя, военно-полевые сборы. Чаще всего он строгий, но
очень хороший учитель. Мне запомнился он больше всего с тем, что он нас готовил к военно-полевым сборам. Ну и показал вообще все интересное в техникуме. Также педагог ведет для студентов техникума урок географии. Много лет Леонид Тиньков являлся руководителем военно-патриотического клуба «Витязи». Был наставником, преподавал военную подготовку и фланкировку. Помогали ему единомышленники. На базе первой школы 3 раза в неделю у нас проходили занятия. Это физподготовка. Они у нас там и кувыркались, и на турниках, и стрельба у нас проводилась с винтовок. У нас специальные винтовки, такие пятизарядки. Маленькие, для них как раз подходят. Из пистолетов стреляли. Леонид Петрович – человек старой закалки, строгий и в то же время добрый. Молодежь к нему относится с уважением. Коллектив ценит коллегу за его профессиональные качества. Мы очень дорожим Леонидом Петровичем. Для нас это человек уважаемый, важный в коллективе. Без него, наверное, наш коллектив не представляется, потому что кроме того, что он занимается со студентами как преподаватель, как руководитель клуба, он у нас еще и председатель профсоюзного комитета. Леонид Петрович постоянно повышает квалификацию, осваивает новые программы. На заслуженный отдых, несмотря на солидный возраст, не собирается. Не представляет своей жизни без своей работы и студентов. Сегодня готовится к очередному мероприятию – военно-полевым сборам. После них наступят каникулы у ребят, а значит, будет время заняться дачей. Ведь движением – это жизнь, уверен герой нашего сюжета. Светлана Болева, Алексей Семенов, Ленск. В Национальной библиотеке прошла презентация книги «Путь шефа» об Иннокентии Тарбахове. Это целый том, повествующий об интересной жизни маэстро гастрономии. Приятным бонусом для читателя станут 81 рецепт блюд от шефа. Эта цифра не случайна. В этом году мастер якутской национальной кухни отметил 81-летний юбилей со дня рождения. Эта книга – 5-й совместный проект Тарбахова и журналиста Светланы Львовой. Отличие этой книги от других – это то, что она написана от первого лица, и основная ее цель – это, конечно, мотивация. Это мотивация, эта книга подходит поэтому и для молодежи, и для более взрослого населения. Это история успеха обычного человека, это история успеха мальчика-сироты, который добился действительно невероятных высот, прославив свою родную Якутию на мировом кулинарном небосклоне. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.